исполкомы, представители горняков, они заседали целый день. Они объявят свою программу действий и результаты, которые приняли решение. Они будут здесь вам докладывать, выступать, и у них будет свой модератор, ведущий Глеб. Вот он стоит рядом. Далее. Далее. В перерывах, которые будут музыкальные паузы, и выступит группа, которая прибыла сюда. Группа называется правильно... Паважаныя сябры, мы находимся ў жывым эфіры Еўрарадыё. З вами Мария Вайтович, і мы сёння ў горадзе Салігорску, у цэнтры горада, дзе сёння праходзіць забастоўка працаўнікоў Беларуськалі. Беларускія шахцёры просяць улады сысці, просяць вызваліць палітвязняў, просяць прыцягнуць да адказнасці дзеючага кіраўніка дзяржавы Александра Лукашенко, а таксама Лідзію Ярмошна. Што адбываецца ў Салігорску, мы сёння паглядзім падчас нашага стрыму. Зараз выступаюць актыў шахцёраў, прэс-атташе Тачкага комитета Глеб Сандрас стоит на сцене. Достаточно. Мы выдвигаем ультиматум и приступаем к конкретным действиям. Сегодня в течение дня работала инициативная группа по формированию Координационного совета. В данной работе нам помогает член Координационного совета Юрий Коваленя. Он перед вами только что разговаривал. Вы должны его знать. Спасибо. Привет, Солигорск! Сейчас по всей стране проходят митинги под лозунгом «Не дадим развалить страну». Я предлагаю этот митинг тоже, также, такой лозунг этому митингу дать. И в настоящий момент я хочу обратиться к силовикам. Дело в том, что у меня, практически во всех структурах есть друзья, знакомые, родственники даже есть. И так получилось, что один человек поставил нас в стойку друг перед другом. У меня сразу было очень много эмоций. Я хотел позвонить, поругаться с ними. Потом, знаете, немножко поостыл и, так подумал. Думаю, ё-моё, как так? Как так получилось, что правоохранительные органы вдруг стали карательными органами? Ребята, я не могу понять. Вы кому давали свою клятву? Кому давали присягу? Где честь, достоинство, отвага? Где? Ребята, мы ваш народ. У меня в руках Уголовный кодекс Республики Беларусь. Статья 357, пункт 2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Ребята, вам это ничего не говорит? Ребята, теперь смотрите ситуация, которую нас поставили. Впереди, перед вами стоим мы, ваш народ. За вами человек, который захватил власть неконституционным путем. Ребята, я вас призываю, вы нужны народу.
Получается, в жизни я как-то шел постоянно самостоятельно, никогда не просил помощи у милиции, ну, сам справлялся. Ребята, я сейчас на всю страну хочу крикнуть. Милиция, помогите нам! Милиция, помогите! Ребята, граждане судьи, я знаю, что судьи называют, говорят ваша честь, потому что они как бы, люди призывают к чести судей. Господа офицеры, граждане судьи, ваша честь, граждане прокуроры, ваша честь. Я, старший сержант Протасиня, честь имею, а вы... Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сейчас передаю микрофон Глебу. Есть объявление. Родний край, я тебе ворог, мене не чекай. Родний брат, бойся мене, я злодій дика. Родная мать. Уважаемые сябры, только что вы пошули такую пленную промову. Люди просят милиции дапамоги менавіта праваахоўнікаў, а не силовиков. Мы зараз падыдзем до человека, які гэту прамову агучваў. Прывітанне, Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры. Яшчэ раз, калі ласка, прадстаўцеся, што вас падштурхнула сёння выступіць з такой прамовай са сцэны цэнтра Солигорска? Получилось противостояние. И противостояние серьезное. Мы на грани гражданской войны. Поэтому я не вижу ничего другого, как объединиться. Ребята, нам надо объединяться. Мне нужна свободная, конституционная, которая поддерживает права своих граждан страна. Получается, на настоящий момент вы поддерживаете фактически только одного человека. Я даже не могу представить, до какой степени он страшный, этот человек. Мне просто жутко, до какой степени он, окутал своей паутиной, это паук, он окутал своей паутиной, своими щупальцами, он всю Беларусь под себя взял. И манипулирует людьми, манипулирует силовиками. Это ужас, это ужас. Музикам треба прикладно ще 10 хвилин, літерально почекайте. Зараз на сцені Сьогодні, я міркую, програма буде така. стаіць Глеб Сандрас, гэта прэс-атташе стачкавага камітэта. Стачкома АЭТ Беларусь Калій, зачитыванием конкретных патрабаванняў і далейшых дзеянняў. Яны былі сёння выпрацаваныя. Я ведаю, што многія з вас наракаюць, што няма канкрэтных інструкцый. Я вам абяцаю, што яны сёння будуць дадзеныя. Мы настроеныя вельмі рашуча ісці до конца. За нами Сталінград, адступаць няма куды. За нами Сталинград, сказал Глеб Сандрас. Я бы сказала, что за нами стоит весь Солигорск. Литерально полгодины тому, когда мы ходили по площади, здесь было 10-20 человек. И вот за полгодины я попрошу показать, сколько зараз людей собралось на площадь Солигорскую. Коли ласка, покажите это нам. Як мінімум 1000 чоловік стоїть на площі, люди протягують, підходять до сцени. Шмат людей, стоять люди у касках. Ми зараз поспробуємо порозмовляти з ким-небудь, може нам пощастить, порозмовляти з працівниками Білорусь Калі.
Я ж нагадаю, што гэта жывы стрым Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Подписывайтесь, калі ласка, на наши соцсетки, подписывайтесь на наш YouTube-канал Еўрарадыё. Ось я бачу людей у касках зараз. Привітання, Еўрарадыё, Мария Войтович. Представьтесь, калі ласка, кто вы, и распорядите, чему вы тут, и где вы працуете. Меня зовут Роман. Я здесь, потому что я против того, что происходит у нас в стране. Против того, что людей хватают, люди на сегодняшний день пропадают без вести, пропали без вести, до сих пор не нашли. Многих унизили, многих избили. Но это неправильно, надо привлекать к ответственности всех, кто виноват в этом. И, конечно же, провести очередные выборы, прозрачные, чистые, с тем, чтобы были независимые представители, независимые средства массовой информации. Вот так. Поэтому я здесь, я не согласен. Возможно, я уже не работаю на сегодняшний день, но я здесь. А вы працуеце ўвогуле на Беларусь-Калі, так? Скажите, калі ласка, вось як адбывалася гэта, як людзі прыйшлі да таго, што забастоўка пачалася ўсё ж такі, шмат хто выйшаў на забастоўку? Как отнеслись? Или да? Ну, есть люди, которые, в принципе, не согласны с забастовкой. Мы надеемся, что их меньшинство, потому что мы здесь как бы выходим, шахтер. Ну, руководство, в принципе, запугивает на сегодняшний день нас. Это да, это есть. А як запуживать? А уволим, не выйдете на работу, уволим, рассчитаем, без разницы, сколько у вас будет, 1000, 2, мы найдем других. Такого плана. Люди испугались, да, уголовной ответственностью, в принципе, пугают, потому что свержение власти – это уголовная ответственность, поэтому так вот доводят до всех. Поэтому люди, некоторые пугаются, но некоторые стоим здесь, в частности, я тоже нахожусь здесь. А як ви думаєте, все ж таки вийде яшчэ больш людей, больше актеров, ці все ж таки запужают? Конечно, я надеюсь на это. Поэтому мы здесь. Будем ждать остальных шахтеров. Все-таки шахтеры должны быть вместе. Вместе мы сила. Поэтому мы будем ждать их здесь, чтобы они пришли тоже. Вялікі дзякуй. Мы толькі што размаўлялі з працаўнікоў Беларусь-Калі. Мы ідзем далей, пакуль яшчэ музыкі не выступаюць. Я бачу, што музыкі рыхтуюцца да выступа. Мы размаўляем яшчэ з кім-небудзь. Ну, напрыклад, вось мы падыдзем яшчэ да хлопца. Мария Войтович, Еўрарадыё, скажите, як ваше имя и чему вы тут? Вы працуете на Беларусь-Калі, я так разумею. Да, здравствуйте, меня зовут Роман, работаю на 4-м родоуправлении. На данный момент должен находиться на работе, на рабочем месте, но бастую. Вы памятаеце, як увогуле людзі прыйшлі да таго, што забастоўка павінна быць? Вось вы працавали себе, так? Вось... Ну, я был, получается, это еще были выходные дни, собрались на Руднике, решили, получается, начали смотреть на наших соседей с Минска. С наших соседей Гомель, особенно Гомель, мы сегодня очень поддерживаем Гомель, что это первый свободный город, который почти, ну я не знаю, как нам говорят, что весь Гомель стоит. И нам стыдно, что все на нас начинают пальцем показывать. Мы тоже хотим помочь всей Беларуси, мы понимаем, что бюджет Беларусь-Калі, ну большинство бюджета идет именно в Минск, что с наших зарплат, все, что мы им отправляем, это кормится ОМОН, милиция и так далее. Мы хотим поддержать всю страну. Скажите, калі ласка, что у вас в руках? У нас в руках фонд солидарности для бастующих. То есть это мы хотим дать понять шахтерам, что даже при запугивании, даже при увольнении создаются фонды с Латвии, с Америки, из других стран, что готовы поддержать и финансово, и помочь с курсами, что в дальнейшем даже трудоустроят. Вялікі дзякуй, Роман. Так, гэта быў працаўнік Беларусь-Калі, які павінен быць зараз на працы, але сумленне не дазваляе яму ісці на гэтую працу. Мы бачым, што пачынаецца канцэрт гурта Джей Морс, уже на сцэне. Мы приехали сказать спасибо. Владимир Пугаш. Берегите себя, ничего не бойтесь. Потому что вот не просто это пишут в интернете, правда народ с вами, все с вами. Берегите себя, пожалуйста. Спасибо вам.
Мы совершенно спонтанно, ни с кем не договариваясь, не организовывая каких-то серьезных туров, а просто положили то, что помещается в наш микроавтобус. Более того, мы даже не все приехали, потому что очень срочно собирались, нас 6, но приехало 4, потому что один сидит в карантине с коронавирусом, а второй под Витебском не успел даже приехать. В общем, вот такой пляжный вариант Джей Моррисон, но для меня главное просто побыть с вами вместе. Спасибо. Эй. Работает. Попробуем тогда, поиграем. Итак, починається концерт. Несоответствие. Нельзя апатию, блуждая по метро. Мой новый город меня вымотал, прикрылся темнотой. Зонты заигрывают с климатом, а я живу тобой. Впрочем, знакомься, это мое солнце. Знакомься, это мое солнце. Знакомься, это мое солнце. Знакомься, это мое солнце. Знакомься, это мое и знакомься, это мое и знакомься, это мое и знакомься, это мое.
выпустить политв'язнів, притягнуть до ответственности Александра Лукашенко и Лидию Ермошину. Я нагадываю, что мы находимся в городе Солигорску, где почалася забастовка солигорских шахтеров. И сегодня сюда приехал гурт Джеймовска подтримать шахтеров, які вышли на забастовку. Еврорадио. Раздавить взглядом берег Антарктики просто не надо, и сердце готово немного искрить. Осталось подложить бит. Как было нетрудно пытаться читать твои мысли, ждать твое лето, дышать твоим ветром. Спасибо за это, и снова день повторять календарь. Может быть, снова плохо закончится год. Опять будет нечем платить за январь. Но смотри, как горит воздух прямо над нами. Ярче, чем солнце, жарче, чем пламя. И все отпускаем, взлетая с разбега. Жарче, чем солнце, выше, чем небо, выше, чем небо. Ты увидишь, не так трудно давать имена проходящим тайфуном смело, не пряча от ветра лицо, поджигая собой концом свою жизнь, будто куколку Вуду. Казалось, вот-вот сантиметры до чуда. Но помнишь, как было непросто? Смотри, как горит воздух прямо над нами. Ярче, чем солнце, жарче, чем пламя. И все отпускаем, взлетая с разбега. Жарче, чем солнце, выше, чем небо, выше, чем небо. Спасибо! Совсем недавно, в июле, еще месяца не прошло, придумал песню про то, что вижу вокруг. Мы сделали дуэт с Леоном Больским. Он вышел не так давно. И мы даже с ребятами ее не репетировали. Я, наверное, или сам на гитаре ее сыграю. Ребята, или вы сможете подыграть что-нибудь? Смотрите. Прямо сейчас с лету, смотрите, фокус-покус. Пасля навальніцы знаходзяць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў у аскетках сталіцы. Холодное солнце, галоўнае мае быцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая,
прагне глитками довгими, дихай на повні груді нам, ветрозі та блока вдох, для тіні гляді в минулое, ніби напільок на своє світло. Пасля навальниці, цілого разом забити, нібито нам сниться. Ми дихаєм знов, і тепло в столиці, усё отбылося, що врешті повинно биться. Ми дихаєм знов, дихаєм знов. Спалоханий я, безкрилий я, ціла ти одетий долі. Нагадується, що ми знаходимося у живих стримі Прагне глитками довгими, дихай на повні груді Зараз нам. Владимир Коваль співає пісню, яку іграє недавно. Він записав разом з Леоном Польським. Підтримку людей, які живуть зараз у нашій країні, які змагаються за свою волю, за свою свободу. Я нагадываю, что мы находимся у городе Солигорску, где сегодня началась забастовка рабочих Беларусь-Калия. Я бачу, что людей становится еще больше и больше. Люди разных возрастов, люди проходят с семьями. Дякую велике. Давайте попробуем еще поразмовлять с кем-нибудь у перепынку, так, как не только был концерт. Привітання, гэта Еўрарадыё, Марыя Вайтович. Скажите, будь ласка, чему вы тут? Что? Чему вы тут? Потому что бастуем. Вы працуеце на Беларусь-Калії. Так. Скажите, увогуле, які зараз настрой? Ці верыце вы ў тое, што усе працаўнікі Беларусь-Калії змогуць выйти на вуліцы? Предположительно. Многие не пойдут, потому что боятся. За свои семьи, за свои должности, зарплаты, кабинеты. А што надакучыла ўвогуле? Чаму ўсё ж такі, беларусы такие не схильные ранее на такие забастовки раптом вышли? Сколько ж можно? Посмотрите, сколько людей убили, неизвестно пропавшие люди. Куда они все делись? Объясните нам. Это беспроизвол, это творится здесь, творится в стране. Я не знаю, что с ним делать. Какой-нибудь ответ логический может быть вообще? Сколько этот человек будет у власти? Объясните. 26 лет нас равнять в асфальте. Это же уже все. Але вы не боитесь того, что вас могут уволить и застанетесь без заработку? Я не боюсь. Я продлеваю свой контракт на год. Я работаю ИТРом с инженерной должностью. Мне уже это надоело. И у меня работа не перележачая всегда. Но я уже устал. Лично я устал. Мою позицию многие знают. Дякую вам велике. Я нагадываю, что мы находимся у городе Солигорску, где сегодня проходит забастовка працаўнікоў Беларусь-Калія. Гэта Еўрарадыё, жывы стрым. Калі ласачка, подписывайтесь на наш YouTube канал и таксама на наши соседки ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook. Слухайте, глядите Еўрарадыё.
сябры, давайте трошки паглядзім атмасферу. Людзі прыйшлі з такімі вось плакатамі на цэнтральную плошчу горада Солигорска, дзе сёння праходзіць забастоўка шахцёраў. Шахцёры не згодны з палітыкай Александра Лукашэнкі, яны патрабуюць прыцягнуць да адказнасці Лідію Ярмошыну, Александра Лукашэнкі, справядлівых выбараў, а таксама выпусціць палітвязняў, якія зараз сядзяць за кратамі, і таксама тых людзей, якія ўвогуле катуюць простыя пакуты, якія зараз робяць над імі сілавікі. Давайте падыдзем яшчэ вось да гэтага мужчыны, які прыйшоў з такім плакатом сюда. Привитание, Мария Вайтович, Еврорада. Скажите, ласка, как ваше имя? Что вы тут робите? Сергей, я приехал с Неси уже поддержать солигорчан. Я понимаю, что в этом городе сейчас происходят такие события, от которых много что зависит. Я здесь учился с 96 по 99 год. И приехал поддержать, мне этот город не чужд, и вырастить слова поддержки. Вы памятаете часы у 90-е, что тут было и увогуле? Честно, я заблудился, приехал на машине, заблудился. Город, конечно, изменился в лучшую сторону. Честно, вот здесь я гулял, ходил вот туда на дискотеку. Там было женское общежитие, мы ходили туда. Ну, город растет, он красивее. Приятно здесь находиться. Здесь хорошие люди. Как вы думаете, коли б у нас змянілася ўлада, гэты город стал бы яшчэ больш лепшым? Однозначно, потому что я считаю, что те финансовые расходы, которые государство направляет, ну, на мой счет, не туда, куда нужно, отдайте городу, здесь будет еще лучше, еще краше, все остальное, это мое мнение. Те же самые евроигры, да про них уже все забыли, сколько денег было потрачено. Рождественский турнир каждый год, для чего, кому, чтобы один человек забил в пустые ворота шайбу. Спасибо. Вы верите в то, что все працаўнікі Беларуськалі все ж таки выйдут на улицы города? Мне трудно судить, я не знаю внутренняя здесь какая здесь обстановка, но я надеюсь, что вместе с ними мы добьемся чего хотим. Чему важно, как люди выходят? Не нужно бояться, потому что, я вам скажу, в Неси же очень много людей запугано, особенно работники госпредприятий. Они не выходят. Выходят, там тоже народ собирается. Вот недавно, совсем недавно, по-моему, позавчера, собирались, ну, по-моему, я узнал, что собираются увольнять директора Несильского замка за его гражданскую позицию. И в связи с этим вышли люди поддержать его, весь коллектив. Я тоже вчера там был. Но сегодня приехал сюда, потому что считаю, что здесь более важно. Пускай мне сюда не обращаются. Великий вам дякую. Я нагадываю, что мы находимся в городе Солигорску, где сегодня почалася забастовка шахтёров. Шахтёры и люди, которые живут в Солигорску, которые пришли сюда на площадь, они не згодны с политикой Лукашенки. Они потребуют отпустить политвязняў. Я нагадываю, что это живой стрим Еврорады. Подписывайтесь, коли ласка, на наш YouTube канал. Мы идем далее. Привітанне, гэта Еўрарадыё, Марыя Вайтович, мы ў жывым эфіры. Скажыце, калі ласка, як ваше імя, чаму вы тут? Маё імя Ігор, я жыхар горада Солігорску, я выйшаў падтрымаць наш горад, нашу краіну. Вось, нам не ўсё роўна, што адбываецца ў Беларусі. А што адбываецца? Адбываецца, я не побоюсь на слова, фашизмом назвать, потому что катаваць, забіваць і збіваць людзей нельга ў дэмакратычнай, у еўрапейскай краіне. Мы супраць такіх паводзінаў, мы супраць таго, што скралі нашыя галасы, супраць таго, што ў нас няма зараз выбару. Я лічу, што мы зробім Беларусь больш лепшай і больш свабоднай краінай. Скажите, ласка, вы працуеце на Беларуськалі? Не, на Беларуськалі не працую, але я жыхар горада Солігорск. Ці шмат людзей, вы ведаеце, якія працуюць на Беларуськалі, ці багатае гэта прадпрыемства? Шмат людзей ведаю, ну, у мяне амаль уся сям'я так ці інакш прайшла праз працу на Беларуськалі. Амаль усе сябры, якія засталіся ў Солігорску, таксама працавалі альбо працуюць на Беларуськалі. І, ну, прадпрыемства па, скажем так, калі браць па краіне, ну,
багатая. Але я б не сказав навіть, що ті заробки, які отримують шахтари, вони відповідають з тої складаності праці, яку вони роблять. Ви кажете, що ваші свояки там працювали, ці пам'ятаєте ви, у яким яны стані приходили додому після шахти, після праці на Білорусь-Калії? Ну, наприклад, мої батьки зараз на пенсії вже, і вони кажуть, що так і не вернувся до їх нормальний сон, вони працювали по різних змінах, було вельми складно. І зараз якби вони не можуть нормально спати, як звичайні люди кладуться там у 8 годин, починаються у 2 години ночі, то бок, ну, гэта один момент. Другі момент, коли люди страчваюць здароўе і пасля 62-65 гадоў, ну, гэта пачынаюцца вельмі такія складаныя уже забольванні, ну, вылазяць у людзей, і гэта ўсё праца унутры, праца ўнізе, нават на паверхні яна адбіваецца на здароўі, ну, працаўнікоў. Так што яны свой заробак неяк, я лічу, што адпрацоўваюць, ну, не на 100, нават на больш адсоткаў, губляюць здароўе вельмі шмат. Тым не менш, Салігорск – гэта горад шахцёраў, так? Ці верыце вы, што ўвогуле усе шахцёры Беларусь-Калія выйдуць на вуліцы горада і падтрымаюць людзей, якія зараз выходзяць на іншых прадпрыемствах? Ну, я веру, аднак пакуль што людзі насамрэч застрашаны, яны баяцца выходзіць. Вельмі шмат пагрозаў, не толькі звальненнем, але гучаць і нават у нейкай крымінальнай адказнасці пужаюць людзей. Я веру, што выйдуць, але ну як атрымаецца, ўжо паглядзім. Вялікі вам дзякуй. Мы ідзем далей. Вось мы бачым зараз, ідзем, што ёсць такія трыбуны. На трыбунах сабралося шмат людзей таксама. Вось давайте паглядзім, з якімі плакатамі прыйшлі людзі сюды на плошчу. Вось мы бачым, дарэчы, што людзі прынеслі ваду для тых, каму яна будзе патрэбна. Бачым шмат дзетак. Гэта новае пакаленне жыхароў горада Салігорска, новае пакаленне беларусаў, з якіх і іх бацькі сёння выходзяць на вуліцы горада. Прыехалі падтрымаць таксама салігарчан жыхары іншых гарадоў. Мы размаўлялі з жыхаром горада Несвежа, сядзіць Мінск. Вось давайте паразмаўляем таксама. Прывітанне. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё, як ваше імя? Скажите, чему вы тут сегодня? Потому что я первую забастовку организовал в том веке. Поэтому я тут. Распавядзіце, что гэта была за забастовка. А? Распавядзіце, калі ласка, что гэта была за забастовка. Тогда экономическая. Мы получали меньше, чем женщины на трикотажке. Поэтому пошли, организовали, пошли на забастовку. 45 суток стояли. А вы працавалі, мабыць, на Беларусь-Калії? Да. О, распавядзіце, калі ласка, як увогуле было, як праходзіла гэтая забастовка, як рэагавалі ўлады, у якім годзе гэта было? Як проходила забастовка? Вот тут стояли 4000 людей. Шахтеры бастовали, остальные работали. Побочные. А шахтеры все бастовали 4000. Ну и мы добились после того, как перекрыли рельсы и не разрешили делать отгрузку калийных удобрений. Тогда мы пошли на наши... Директор подал в отставку. И главный инженер Калугин стал вместо него. А Подлесный подал в отставку, чтобы сохранить предприятие. Был очень, если сказать так по-честному, очень хороший был человек, потому что он сам отказался от должности, чтобы сохранить предприятие. И чтобы люди пошли на работу и кормили своих детей и свои семьи. А памятаеце, у якім годзе гэта было?
90-х годах, 30 років назад. Гэта было яшчэ пры Саюзе ці? Нет, Уже при Лукашенке? не, Лукашенко не было, Шушкевич. Ага, ясна. А скажыце, калі ласка, ці верыце вы ўвогуле, што забастоўка працаўнікоў Беларусь-Калія сённяшняя, так, якая пачалася, што людзі чагосьці атрымаецца дамагчыся чагосьці? Дело в том, что действующая власть просчиталась. Они слишком много написали за Лукашенко. А люди не голосовали. И людям просто в лицо плюнули, и все. Если бы они хотя бы, я по-честному скажу, если бы они написали 49,5 и 50,5, вот тут бы люди, как сказать, ну не пришли туда-сюда. Но такого 80 с лишним процентов это люди не потерпели. Поэтому они здесь. И в Минске везде. Вот потому что неправда. Вы верыце, што усе працаўнікі Беларусь-Калія выйдуць на забастоўку? Вы б хацелі, каб гэта адбылося? Нет. Потому что раньше был один профсоюз, а сейчас два. И тот профсоюз не пошел, а независимый выше всего. Я этот профсоюз организовывал, как говорится, из-за того. Но 2 раза профсоюз. Поэтому те работают, а это и бастуют. А чаму ўсё ж такі людзі выходзяць і важна выходзіць зараз на вуліцы? Чаму ўсё ж такі людзі выходзяць, шмат хто разумее, што можа страціць працу, але ж ўсё ж такі выходзяць? Потому что они хотят зваться людьми. Вот и все. Людьми хотят зваться, а не быдло. А скажыце яшчэ раз, калі ласка, як ваше поўнае імя? Николай Романович Шушко. Вельмі прыемна, Ніколай Романович. Дзякуй вялікі. Я нагадваю, што мы знаходзімся ў горадзе Салігорску, у цэнтры горада на плошчы, дзе сёння праходзіць канцэрт Джей Морс у падтрымку працаўнікоў, якія выйшлі на забастоўку супраць гвалту, супраць кіруючай улады, супраць неправільна палічаных выбараў. Паважаныя сябры, мы знаходзімся ў цэнтры Салігорска, дзе пачалася забастоўка працаўнікоў Беларусь-Калія і размаўляем з людзьмі, якія прыйшлі сёння на плошчу. Прывітанне, Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё, мы ў жывым эфіры. Скажыце, як ваше імя, чаму вы тут? Андрей, мое имя. Чего я здесь? Пришел поддержать всех, как и все, против власти. Хочется перемен. Спасибо. А вы працуеце на Беларусь-Калії, можа? Нет. Чаму хочацца перамен? Что вам дома не сидится, як пытается кіраўнік? Ну, может, не для нас что-то, но может для наших детей вот сверху. Вот. Может, что-то для них что-то поменяется. Вот.
Спасибо, спасибо. А як тебе зовуть? Никита, Нікіта, а ти чому тут? я с папой. Ясно. Усі білоруси зараз разом. Разом на площі, разом на вулицях города, разом у різних городах. І зараз ми знаходимося у Солігорську, гэта жывы стрым Еўрарады. Я нагадаю, што нас можна глядзець не толькі на нашым сайце euraradio.fm, а ў соцсетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласнікі, ВКонтакте. Калі ласка, подписывайтесь на наш YouTube канал. І нават калі вы не можете зайти на наш сайт, калі ён заблокаваны, і вы можете заўсёды сачыць за галоўнымі падзеямі на нашым YouTube. Мы зараз падыдзем яшчэ да людзей, якія прыйшлі сюды з такімі плакатамі. Прывітанне, гэта Еўрарадыё, Марыя Вайтович, скажыце, чаму вы тут і як ваше імя? Мы приехали с Минска поддержать солигорчан. Меня зовут Татьяна. Татьяна, а чаму важна вось такі быў парыў прыехаць з Мінска у іншы горад? Потому что вместе мы сила, по-другому никак. Мы должны поддерживать друг друга, как иначе. Ці сачылі вы за сённяшнімі навінамі, што адбывалася ў Мінску? Так, следили, мы сами были на тракторном заводе с самого утра и не понимаем, почему так происходит, почему нас ОМОН не допускает поддержать заводчан в их добровольном порыве сделать забастовку. Як вы думаеце, мы таксама сёння былі на тракторным заводзе каля яго і бачылі, як АМАП разганяў людзей. Як вось на вашу думку, чаму некалькі дзён было адчуванне такой нібыта свабоды, а сёння раптам у розных частках горада такія разгоны? Чаму? Никто не знает. Никто не знает. У нас нет какого-то определенного закона. Происходит какой-то произвол, в том числе и среди ОМОНа и милиции. Ці было сёння страшно? И да, и нет. Нет, потому что несколько дней было затишье, и казалось, что все уже будет хорошо. Но потом понимали, что нет, ничего не будет. Опять будут задерживать, опять будут избивать. Было страшно, да. Под конец было страшно. Але мы здесь. Мы приехали поддержать. Ну а как? Мы по-другому не можем. беларусы ўжо адчулі гэты смак свабоды і па-іншаму больш не змогуць. Давайте паразмаўляем яшчэ з дзяўчынамі, якія тут стаяць побач. Прывітанне, Еўрарадыё, як ваше імя, што вы тут робіце? Я тоже с девчонками приехала из Минска для того, чтобы поддержать ребят и мужчин, которые бастуют сейчас. И наша цель была еще в том, чтобы рассказать людям о программах, которые могут им помогать, и о том, что мы всегда готовы им помогать. Здесь как-то люди более осведомлены. Вот я очень переживаю за МТЗ. Мы там были утром, там более старшее поколение работает, и они могут быть просто в информационном вакууме. Но нас к ним даже не допустили. То есть мы приехали поговорить с ними, принесли бутерброды, и нас просто оттеснили и выгнали. Ці падыходзілі вы блізка ўвогуле да прахадной МТЗ і што там казалі? Когда на тот момент, когда мы приехали, всех уже оттеснили. Мы стояли в аллее, и мы пытались ближе подойти, нас потом снова оттесняли. Но с нами стояли бастующие люди, мы с ними поговорили, у них уже была информация, у тех, кто уже решил бастовать. Но я очень переживаю за тех людей, которые еще думают об этом, и они из-за того, что у них нет информации, это может влиять на их решение. Вось уявіце, я, напрыклад, працую на МТЗ ці на Беларуськалі, так? У мяне сёння ёсць, які-ніякі там заробак, так? На Беларуськалі, можа, чуць трохі больше, так? На МТЗ, мы ўсе ведаем, наколькі мала атрымліваюць працаўнікі МТЗ, так? І ўсё ж такі гэта заробак. Я баюся, напрыклад, таго, што я не змагу абяспечваць так сваю сям'ю. Што мне рабіць? Калі я ўсё ж такі хачу выйсці на вуліцу і пратэставаць?
Во-первых, есть точкомы, в которых состоят люди, и они предъявляют требования. Вот как, допустим, шахтеры, они каждый день предъявляют требования, каждый день их игнорируют, и они заново их предъявляют. Потом мы раздаем листовки со списком того, куда они могут обратиться за помощью. Есть очень много здоровских проектов, которые помогут и финансово. И, например? Допустим, Калиласка. Они собирают детей, помогают собирать детей в школу. Потом разные конторы, они предоставляют людям, которые потеряли работу, там целый список есть в интернете, получить какое-то образование новое, либо получить работу в той сфере, в которой они работали, либо поучиться на каких-то курсах дополнительных и попробовать себя в новой сфере. Вялікі дзякуй. Я нагадываю, что мы знаходзімся на забастовке у горадзе Салігорску. Давайте поразмаўляем. Тут таксама сабралася кампанія людзей. Гэта Еўрарадыё, Марыя Вайтовіч. Прывітанне, скажыце, калі ласка, чаму вы тут, што вы тут робіце? Стоим на площади, бастуем. Вы працуеце на Беларусь-Калі. Распавядзіце пра вашу нелёгкую працу на Беларусь-Калі. Ну, тяжелый труд шахтерский. Что можно сказать еще? Як ваше імя? Андрей. Андрей, скажите, калі ласка, ці шмат гадоў вы працуеце на Беларусь-Калі і наколькі складана было рабіць гэты крок на плошчу? 24 года. 24 года. Это нелегкий, да, шаг сделать. Сейчас нелегкий. Но каждый должен сделать для себя выбор, чтобы потом можно было смотреть смело в глаза людям, детям своим. Я считаю, что никого тут не заставляет. Решение принимается коллегиально, то есть сборами бригады. Как решают люди, так оно и будет. Но идет, конечно, колоссальное давление на нас всех. Оказывается, семьи наши, то есть, как бы и поддерживают, и в то же время боятся за нас, что с нами будет, как бы. Мы осознаем полностью свой выбор, какой бы он ни был, тяжелый для нас, мы все понимаем прекрасно, как оно потом будет, но нам с этим жить. И каждый будет жить с этим. Распавядзіце пра ціск. Вось мы живем у Мінску, мы толькі чуем слово ціск, але мы не ведаем, якім чынам на вас ціснуць. Што вам кажуць і чым вам пагражаюць? Увольнениями, тотальными увольнениями. Если дают амнистию на какое-то время, ее продлевают, потом опять запугивают, что будете уволены без содержания, с потерей всех там выплат. То есть за нарушение трудового, да. То есть никаких с их стороны разговоров не ведется, только в этой ультимативной форме. Или возвращаться на работу, или же готовься к увольнению. Все. Нас не хотят слышать, я думаю, что навряд ли нас не слышат. Як ви думаєте, як ваше ім'я? Павел. Павел, а ваше? Сергей. Сергей, распавядзіце, як ви думаєте, ці ўсё ж таки вырашацца працаўнікі Беларусь-Калі у вялікай колькасці выйсці на плошчу і вуліцу горада і пратэставаць? Ну, я не могу так сразу ответить на этот вопрос. Я отвечу сам за себя, что мы для себя решили. У нас бригада решили коллегиально, что мы стоим, до конца стоим, чтобы нам и какие последствия будут после этого. То есть все прекрасно осознали, все взрослые люди. Как решат все, ну я думаю, это будет складываться от того, как будут развиваться события и в будущем. Чаго вы патрабуеце у дзяржавы? Чаго вам не сядзіцца дома? Самое основное требование: хотим жить в свободной стране, без насилия, без убийств, без издевательств. Хотим сковырнуть эту власть, которая и так уже коростой лежит на нашей стране, которая не дает нам выдохнуть, вдохнуть. Скоро мы тут все будем в кандалах работать, это однозначно. Кто бы себе иллюзии какие-то не строил, мы все к этому придем. Стоит только сейчас сдать позиции, нас все закуют и будем работать, ну, грубо говоря, там, я утрирую, за миску супа, там, я не знаю. Дети наши, мы умрем через 5 лет, дети подрастут, придут на нашу. То есть ему нужны люди, которые просто безоговорочно будут работать кирками, чем руками там, но только чтобы вот они продолжали жить
и не видеть ничего, что происходит в мире, что есть очень много способов, возможностей, всего выражения своей воли, но нам это не дадут сделать, потому что тут ему это не надо абсолютно. Он вполне прекрасно себя чувствует в этом качестве. Ему думающие люди абсолютно не нужны. Ему нужны просто рабы. Хлопці, а що би ви сказали амапаўцам? Вось уявіце, што зараз так яны на вас не нападаюць, так? Вось вы просто сустрэліся тут на вуліцы, так? І вы бачыце амапаўцаў, якія збівалі менавіта людзей да Крэсцінах, у Жодзіна, якія збівалі жанчын, мужчын. Што бы вы ім сказалі, ці якой была б гэта размова? Именно с ОМОНом, да? Какой с ним разговор? Их всех к ответу, которые в этом задействованы были. Вот и все. Что вы еще могу сказать? Ну, очень сложно говорить с людьми, которые зомбированы, которые отрабатывают какие-то преференции в будущем. Ну, как можно говорить с человеком, которому что-то пообещали? Нам тоже много обещают, люди ломаются, люди спускаются, возвращаются в свои рабочие места. Ну, как можно с ними, например, вести диалог вот в каком-то конкретном русле, если люди просто повелись на какие-то обещания? Для чего? Ну, я понимаю, что не все, так, конечно, там такие, но в большей массе это подготовленные люди, которые знают, зачем они здесь, зачем они пришли и кого они будут, грубо говоря, задерживать. То есть тут даже с ними бесполезно было разговаривать. Это просто были, ну, зомби. Зомби, люди-зомби, не знаю, даже не люди даже. Што б вы зрабілі і ўвогуле, якой была б ваша рэакцыя, калі б, не далі Бог, вашу дачку ці сына вось так збілі? Не дай бог, конечно. Дело в том, что я очень импульсивный человек, эмоциональный. И не дай бог, если бы это произошло там с супругой, с ребенком, вы знаете, ну это, конечно, сейчас уже на эмоциях разговариваю, но я, конечно, бы не прошел бы мимо того человека, возможно, бы просто, ну лег бы, я не знаю, лег бы там, я не знаю, костями лег, потому что другого как с ними не достучаться, объяснять что-то нет, ну, ввязался бы, конечно, ввязался в драку, пошел бы, например, лично, без МВД, без Генпрокуратуры, без Следственного комитета, просто искал бы этих людей. Просто бы искал этих людей. Дякую. Якія думкі наконт таго апошніх навінаў, якія ўвогуле ёсць? Что думаете, атрымаецца нешта змяніць у Беларусі ці не? Я думаю, да. Процесс пошел, и он будет изменен. Когда это произойдет, я точно не скажу, но что это будет точно, я в этом уверен. Вялікі дзякуй. Я нагадваю, што мы знаходзімся ў цэнтры Салігорска, дзе сёння пачалася забастоўка шахцёраў. Калі ласка, подписывайтесь на наши социальные сетки, мы есть у Фейсбуку, ВКонтакте, Одноклассниках. И зараз гэты стрим вы глядите у Ютубе, подписывайтесь на наш YouTube канал. Давайте поглядим, что зараз адбываецца на сцене. Мы бачым, что на сцену вышли люди, и яны выступаюць. Давайте подойдем ближе и послухаем, что яны там кажуць. Я иду праз людей, бачу колькі прыгожых людей жыве ў горадзе Салігорску. Колькі людей пришли сегодня на площадь, не побоялись, как выказать свое меркаванне наконт ситуации, якая отбывается после выборов в Беларуси. Детей, внуков. Вот. Я рад, что мои дети, у меня их трое, гордятся мной. Молодежь, я хочу, чтобы вы тушевались. Вы поймите, что нет у нас больше жар, нет у нас брекеров, понимаете? Нет, ОМОНовцев не посадят, потому что машинистом комбайна, вот я проработал всю свою 40 лет.
работал в забое, в лаве, потому что управлять комбайном не сможет никто. Понимаете, это труднейший процесс. И не беспокоить будут вам говорить, что из-за забастовок задавят шахты. Ничего этого нет. 91-92 год показал, что мы стояли 2 месяца, мы стояли без зарплаты. Без зарплаты. Хотя руководители, не добывая продукции, получали зарплату. Тогда мы пошли на решительный вопрос. Пришли к 8 утра и блокировали вот это здание, не пускали их на работу. Понимаете? Понимаете? Не бойтесь их. Не бойтесь их. Второе. Вот эта вертикаль, так называемая вертикаль президентская, это бандиты. Вы посмотрите, сколько председателей райисполкома. Он же их назначает. Значит, он у них пахан. Вот. Сколько пострадало из-за него, вот в этом месяце пострадало молодежи, молодых людей. И вы понимаете, я когда смотрю интернет, мне слезы накатываются. Девушек, да и здесь, и со мной тут поступали. У них же есть родители, у этих людей, у них есть, я не знаю, зомбированное это общество. В общем, ребята, я думаю, что вы не подведете наших стариков, нам уже уходить скоро туда, вот. Будете такими, как мы. Вот. Я рад, что мы создали независимый профсоюз. Вот. Спасибо вам и передайте, особенно молодежь, я на вас надеюсь. Вас будут благодарить ваши дети, ваши внуки, вами будут гордиться. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Цяпер я бы хотел падзякаваць гэтым адважным мужчынам і запрасіць сюды, на гэтую сцэну, стачком АЭТ Беларусь-Калій для абвяшчэння нашага сённяшняга протакола і далейшых патрабаванняў. Калі ласка. Стачком, кто со стачком, а давайте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья! Здравствуй, Солигорск! Здравствуй, моя любимая синеокая Беларусь! Сегодня, 19 августа 2020 года, состоялось заседание стачкома ОАО «Беларусь-Калий». Присутствовало 13 человек. Повестка дня. Изменение состава стачечного комитета ОАО «Беларусь-Калий». Внесение изменений в порядок ведения забастовки ОАО «Беларусь-Калий». Корректировка требований стачкома. Выработка позиций стачкома по анкетированию, инициированному администрацией ОАО «Беларусь-Калий». Об учете работников, которые подверглись административному воздействию. И последний пункт – действия стачкома в защиту участников забастовки. По первому вопросу решили ввести в состав стачечного комитета работников ОАО «Беларусь-Калий» Шупилова Сергея Петровича, Куделевича Дмитрия Ивановича, Бондаровец Романа Геннадьевича, Леончика Романа Романовича. По порядку ведения забастовки
было принято следующее решение. Значит, теперь мы будем собираться здесь, на площади, 2 раза в день. Первый сбор 9:00, второй сбор 16:00. Значит, наши требования подверглись незначительной корректировке, но в них были добавлены очень важные вопросы. В связи с событиями, произошедшими во время предвыборной кампании, выборов и в последующий период жесткого применения силы против мирных демонстраций, работники открытого акционерного общества «Беларускалий» находились и находятся в таком психологическом состоянии, которое не позволяет качественно и безопасно для жизни и здоровья выполнять свои трудовые обязанности. Находясь на рабочем месте, работники вынуждены беспокоиться за безопасность своих семей, родных и близких. Согласно части 3 статьи 41 Конституции Республики Беларусь, мы, коллектив ООО «Беларускалий», имеем право на защиту своих экономических и социальных интересов, в том числе через реализацию права на забастовку. Требования стачечного года действительными. Второе. Привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов. Третье. Освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в отношении их необоснованными и незаконными. В рамках прокурорского реагирования вынести акты протестов. Четвертое. Не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказания в отношении лиц, участвующих в забастовке.
Пятое. Сохранить действие настоящего коллективного договора ОАО «Беларусь-Калий» на время забастовки и до истечения срока его действия. Ну что, друзья, надо сбросить эти кандалы. Итак, 6-й пункт. Отмена контрактной формы найма с сохранением дохода работников, где тарифная часть составляет не менее 80% от дохода работника. И, наконец, последнее. Мы требуем у руководства ОАО «Беларусь-Калий» опубликования данных требований в средствах массовой информации и иных ресурсах, обеспечивающих массовое ознакомление общественности и государственных органов. Друзья мои, мы здесь, мы вместе, мы дышим свободно с вами, мы стоим до конца. Сябры, мы будем тут збираться штодня о 9 годині раніцы і у 16:00 нам потрібна ваша, перш за все, моральная підтримка. І я на яе спадзяюся, тому що Солігорськ найлепший, белорусы найлепшие. Ребят, те, кто в шахте, те, кто на фабрике, те, кто пока еще не с нами, я обращаюсь к вам. Посмотрите на нас, посмотрите на свой Солигорск, посмотрите на свою родину. Они все, мы все в едином порыве, мы все здесь, мы все вместе. Мы ждем вас тут. Дякую, сябры! Я ведаю, што вы ўсе стомленыя, эмацыянальна вымотаныя. Нам таксама было вельмі цяжка. Але мы працягваем наше змагання. І мы пойдзем до конца. А цяпер хвіліначка, калі ласка, тэхнічна... Так, зараз зачитаю, Анатолий, штосьці, і будзе невялічка тэхнічны перапынак, мы будем пераподключаць генератор. А пасля будзе свободный микрофон. Друзья, у нас было 6 вопросов на протоколе, значит, на повестке дня. А мы всего лишь рассмотрели 3, поэтому извините. Значит, по 4-му вопросу, значит, который касается выработки позиции по анкетированию, инициированному администрацией ОАО «Беларусь-Калий». Считаем персональный опрос анкетирования работников, инициированный администрацией ОАО «Беларусь-Калий», неправомерным в соответствии со статьей 9.28
Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, а именно проведение исследований и опубликование результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, республиканским референдумам, без проведения соответствующей аккредитации влекут наложение штрафа до 100 базовых величин. Вот как работают законы у нас. Кто-то может их нарушать, а кто-то нет. Значит, по 5-му вопросу. Решили организовать учет работников, которые подверглись административному воздействию администрации управления. Переносить в офис Белорусского независимого профсоюза, который находится по адресу город Солигорск, улица Богомолова, 13А. Значит, данные факты будут все учтены. Значит, а те, кто преследовал работников, будут в скором времени привлечены к ответственности. И, наконец, по 6-му вопросу решили, в случаях применения мер к участникам забастовки, а именно угрозы, наказания, увольнения, либо силовое воздействие, стачечный комитет ООО «Беларускали» оставляет за собой право объявить голодовку. Порядок проведения голодовки будет определен дополнительно. Все, технічна пауза, літеральна хвилиночку. Через заходьте. Нету представителей, людей отправляют в шахту. Почему из вас никто не присутствует и никто не говорит, что не надо идти в шахту? Присутствовали и говорили. Присутствовали? Я вам говорю, что происходит на первом руднике. На первом руднике, 3-й участок, не было никого. Людей тупо заставили идти в шахту. Они работать не хотят, они бастуют, но их заставили. Им сказали, будет приехал полдесятого голова, и что? Начал, блядь, разговор с коллективом. Собрал всех, кто не пошел в шахту. Почему никто не присутствует на нарядах? Ребят, я пожалуйста, не расходитесь. Очень важно продолжается часть данного бессрочного митинга. Здесь выступил скачком представители профсоюза городяков. Но общегородской митинг продолжается для принятия и создания Координационного совета. Розповідайте, Єврорадою, що відбулося? Як ваше ім'я? Де ви працюєте? Яким? Меня зовут Павел, я работаю горно-рабочим нефтяного забоя на первом руднике горно-добычный участок номер 3. Дело в том, что наши работники выходят на работу, при этом участники забастовки, стачкомитеты не присутствуют, людей просто запугивают и людей заставляют идти в шахту. Люди не хотят идти в шахту, но их запугивают поводом увольнения. Поэтому очень много возмущений, потому что, люди должны,
стачкомитеты должны присутствовать на нарядах и объяснять людям, что если они не пойдут на работу, им ничего не будет. Вот, поэтому, А вы думаете, что дорослые люди не разумеют, что коли яны не пойдут на працу, то им ничего не будет? Чему одни выходят, а іншие боятся? Вот як на ваш позор? Дело в том, что скажу лично от себя. Я не буду говорить за кого-то, я скажу лично от себя. Если бы я шел сейчас на смену, я честно говорю, если бы пришли инженерно-технический персонал, который запугивает и который заставляет идти работать, люди пошли бы и работали. И от себя я честно говорю, мы бы пошли работать, потому что нету поддержки. Когда есть поддержка, мы тогда чувствуем, мы не идем на работу. Вот. Сегодня мы вышли сюда, мы чувствуем поддержку, поэтому мы не идем на работу. Вот. Поэтому, комитету есть очень много вопросов. Я надеюсь, мы эти вопросы все решим. Дякую, Валерій. Спасибо. Ось зараз відбулася ось така ситуація. На центральних площадях і площаді города Свердловска. Звукоусиливающую аппаратуру, колонки, микрофон и другое. Обеспечить их сохранность и обслуживание, а также емкости с питьевой водой. У людей застаються питання, але ж я думаю, що стачковий комітет ён з'явився тільки літерально недавно, і питання треба вирішати усім разом, а не нападати один на одного. І те, що ми побачили, все ж таки чоловік, який вельми емоційно спочатку виступив перед удільниками сьогоднішнього мітингу, а все ж таки наприкінці сказав, що сподіваюся, ми це питання вирішимо. Ми так само сподіваємося. Я нагадую, что мы сегодня находимся у городе Солигорску, у центре города, где сегодня пошелся процесс, протест, забастовка рабочих Беларусь-Кали, шахтеры вышли на улицы, как сказать свое слово не у підтримку існуючої влади, не у підтримку того, що зараз відбувається на хресті Новожодина. Ось яны потребують відставки влади, яны потребують притягнути до відказності Олександра Лукашенко і Лідію Ярмошину. Зараз ми послухали той протокол, який був сьогодні прописаний і проговорений у штабі комітету. Я нагадаю, що це Солигорск, це Єврорадіо. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, нас можна слухати і глядати не тільки на нашому офіційному сайті euroradio.fm, а так само у наших соціальних сетках. Гэты стрим вядзецца на YouTube-канале. І калі раптам ви бачите, що наш сайт заблокаваны, абавязкова карыстайцеся нашими соцсетками, читайце наши навіны ў Тэлеграме. Мы пакуль яшчэ паразмаўляем з тымі людзьмі, якія застаюцца на плошчы. Дарэчы, не гледзячы на тое, што канцэрт Джей Морс, гурт, які сёння прыехаў сказаць дзякую усім працаўнікам Солигорскага Беларусь-Кали. Вось канцэрт скончыўся, не гледзячы на тое, мы бачым, што людзі не разыходзяцца. То бок людзі прыйшлі не проста на канцэрт, а прыйшлі выказаць сваё меркаванне. Давайце паслухаем, якое гэта меркаванне. Прывітанне, Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё. Скажите, калі ласка, як ваше імя, что вы тут робите? Ось чому ви тут? Я Сергей Шупилов, я представляю стачком Вову Безуска. Давайте трошечки отойдем, а то тут вельми гучно, так? Скажите, Сергей,
Чому ви не змогли пройти мимо ввогуле той ситуації, яка зараз відбувається в Білорусі? І чому ви не боїтеся удельничать у таких мероприятиях? Ну, я отвечаю на первый вопрос. Я вам, во-первых, скажу, что как нормальный человек, я считаю, таких большинство у нас. Ну, я не мог просто оставаться в стороне. Это не высокие слова, просто это нормальное отношение к происходящему, то, что происходит в нашей жизни. Вот. У меня дети, у всех дети, и поэтому то, что происходило, это просто никакие рамки, нарушения всех законов это на уровне государства, это недопустимо. Вот. А на второе, что почему мы не боимся? Мы все боимся. Но дело в том, что страх у нас в голове, а иногда решение принимать нужно от сердца. Вот. Вот и все. Велике дякую. Чи вірите ви те, що забастовка все ж таки переможе існуючий режим? Если не верить, тогда не надо начинать. Я верю, что все-таки люди будут подниматься и нас поддерживать. Все больше и больше с каждым днем. Дякую велике. Ми зараз підійдемо ще до одного чоловіка, який нас тут фотографує. Привітання, Марія Войтович, Єврорадіо. Скажіть, будь ласка, чому ви тут, що ви тут робите, як ваше ім'я? Меня зовут Сергей Браташевич. Я вместе солидарен с этими ребятами, которые сейчас выдвинули вот эти требования, которые вы сейчас слышали. И просто устали все люди уже терпеть это, и поэтому все здесь, кто солидарен с этими, кто может приходить, тот поддерживает. Так и я здесь пришел поддержать своих друзей, коллег, всех, кто здесь находится. Верите, что все Верим. отримають? Если бы не верили, то сюда бы не приходили. Верим, обов'язково верим. Як ви думаєте, вийдуть ще інші працівники Білоруськалі на вулиці? Много людей солидарны, но страх, запугивание, чтобы не выходили, загон этот продолжается, поэтому невозможно сказать, сколько еще людей. Но люди хотят помочь, люди хотят выходить. Сколько и кто и как придет, это невозможно. Есть некий рецепт от страха? Страх у каждого свой, только преодолеть в себе страх, смотреть на других, учиться. Кто идет вперед, тот добивается. Дякую велике. Я нагадаю, що страшно зараз, напевно, може бути усім, але, як сказав господар Сергій, страх во усіх різний. Страшно тим, хто, може, боїться втратити працю, але ще більш страшно людям, які знаходяться зараз за кратами на Крестіна і Ужодіна, які покутуються за гвалту силовиків. Ось я бачу, до речі, що за сцени зібралося ще шмат людей. Вони нешто обмірковують, можна спробувати підійти туди. Ага, это все ж таки люди, ми бачимо, що люди, у яких були питання до стачкового комітету, все ж таки зараз спробують їх вирішити, напевно, і обмірковують це питання. Скажите, а вы поддерживаете забастовку? Я да. Поддерживаете, Поддерживаю да? полностью. Поэтому, если вы, значит, имеете полное право не работать и объяснять это следующим образом. Я поддерживаю забастовку, подчиняюсь стачкомитету. Если вы решили поддерживать забастовку, значит, для вас администрация не авторитет уже. Я понимаю вас. Понимаете, я чего хочу, чтобы вы донесли это до людей, которые сегодня поехали под угрозой увольнения в шахту, чтобы они знали, что они под защитой. Они поехали в шахту, потому что они думают, что их уволят. Они думают, что нету защиты. Значит, послушайте меня внимательно. Их могут уволить. И меня могут уволить. Я понимаю. Вот здесь вот. Я уволил себя уже давно. Я стал свободным. Я стал свободным. Станьте и вы свободными.
Я свободен. Поверьте мне, я свободен, я в этом плане не переживаю. Я переживаю за коллектив, с которым я работаю. Я вам еще раз объясняю. Люди, которые на данный момент, они готовы бастовать, да, но нету стачкомитетов нарядных, в которых нету информации для них. Они сидят в нарядных без информации. Скажите, и получается... Скажите, хорошо. Человек, когда у него не хватает информации, да, он ее ищет. Ему никто не принесет ее домой, на кровать, на диван. На диван приносят, знаете, какую информацию. Знаете или нет? Я знаю. Так вот, если человек хочет объективной информации, он ищет ее. И кто ищет, тот находит. Я с вами согласен. Но человек... Ну вы нашли информацию? Я нашел информацию. Вы будете с нами? Я буду с вами. Вот. И до последнего буду с вами. Нет, понимаете, я опять же, я не за себя говорю, я говорю за людей, которые... Им эту информацию. Пытаюсь. Оставьте мой номер телефона. Люди хотят, чтобы стачкомитет был на нарядных перед... Значит, послушайте меня. Меня, возможно, уже не пустят на территорию промплощадки. Может быть, не пустят и стачкомитет. Может быть, мы уже уволены. Может, наши пропуска уже аннулированы. Вот. Собирайте людей, собирайте перед проходной, заблаговременно. Звоните мне, я приеду и разъясню все вопросы. Вы можете эту работу выполнить? Кто хочет получить ответ, сюда пусть придет, а не к вам надо ехать. Тут надо Нет, стоять. я не против, я приеду. А что вы приедете? Я приеду, я донесу им информацию, если им лень. Где вы, ребята? Я здесь. Приехал, расписался, что ты был на работе, что ты не у грибы поехал, а был это самое. На работе расписался в нарядной, и потом едь на площадь забастовать. Вот раньше, когда в наше время так было сделано. Мы приезжали, расписываемся, что мы бы приехали на работу, расписались у книги нарадов и на забастовку. И это для всех должно такого правила, как тогда. Тогда мы что-то забились. А сейчас, в принципе, я не знаю как, что ты не поехал на работу, а вот ты грибы собираешь. Мы бачимо, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Гэтаму ўся наша краіна, наша Беларусь. Мы бачым, што мы ўсе розныя, ва ўсіх ёсць нейкія пытанні. Нехта да гэтага часу лічыць, што павінны ўсё сапраўды прынесці на канапу, як тут вывеліся. Але сапраўды інфармацыю патрэбна шукаць, тым больш, калі у цэнтры горада Салігорска зараз праходзіць такое мерапрыемства. Я б хацела падысці яшчэ да аднаго чалавека, калі мы яго дагонім, які стаяў каля нас і слухаў таксама гэтую размову і хацеў нешта сказаць. Прывітанне. Ўсё ж такі давайте з вами так самі паразмаўляем. Як ваше імя, дзе вы працуеце і чаму вы тут? Прывітанне, я Андрей, я супрацоўнік гэтага прадпрыемства. На дадзены момант знаходжуся ў адпачынку. Ну і кожны дзень прыходжу сюды падтрымаць сваіх калегаў. Гаспадар Андрей. Так. Скажите, что вы можете сказать наконт той размовы, якую мы толькі што з вами праслухали? То бок мужчына, які таксама працуе на Беларусь-Калі, ён лічыць, што да яго нехта павінен прыйсці не да яго, а да яго калегаў і распавесці, чаму людзі могуць выходзіць. Вось ваше меркаванне ўвогуле. Ну, зразумела, людям не хапае трохі інфармацыі. Ну, ведаеце, гэта зразумела. Але тут все са сцэны кажацца, все патрабаванні. Правильно? Чаму гэта все пачалося? З чаго і куды вядзе? Нашыя захады якія? Усіх, хто тут. Заклік такі, на працу вы можете сходить, можете расписаться. Калі вас запугваюць, вы збираецеся, прыязджаеце сюды на плошчу. Вы нарад атрымалі, прыязджаеце сюды, тут вся інфармацыя. Адказ, я так зразумеў, стачком кажа, калі вы згодны з забастовкай, вы подписываетесь под гэтым і вы уже падпарадковваецеся стачкому. Стачком вам кажа на працу не ісці.
тому, что вы згодны с патрабаваннем. Приходите сюда на площадь, бастуйте, выказывайте свою громадянскую позицию, один одного падтрымлівайце, и те пытания, которые от начальства есть, от керівництва вот это вот запугивание, тебе уволим, тут повинны вырашаться. Можно закрыть рот, развернуться, я так лечу, и поехать з нараднай сюды. Сказать, коли что, вот с тачком до его звертайтесь. Спадар Андрей, а розповідайте, як ви ввогуле працюєте на Білорусь-Калі? В сенсі, як працюємо? Як працюється, кажу. А працюється як? Які є проблеми ввогуле, які є моменти? Мабуть, прості сказати, яких проблем нема. Недохоп абсталявання, яно неякісне, недохоп кадрів і недохоп часу. Коли раніше заўсёды прысутнічалі ремонтныя смены, была магчымасць пасля таго, як все абсталяванне круціцца, працуе, даць ему магчымасць адпачнуць, так скажем, атрэвізировать, адремонтаваць, то апошнія гады 3 такое паняцце, як ремонтная смена, яно знікла. Ремонтникам, которые ремонтуюць абсталяванне, пад всякімі предлогамі трэба спыняць абсталяванне, каб што-небудзь адремонтаваць, бо работы стало за апошнія гады 2-3 гады стало 2,5-3 разы болей на одного человека. Это нормы, перагледзеныя нормы, оплата засталася на тым же ўзроўні. По мне, вот недохоп на часу на ремонт, неякасныя запчасткі и недохоп людей. Ну, то, что поветра там мало, пылу много, ну, это все зразумела и так. А что вы менавіта робіце на Беларусь-Калі? Я обслуговываю конвейерный транспорт. Руда, которая добывается комбайнами и лавами, грузится на конвейера, конвейера доставляет где-то все на ствол. Моя задача их обслуживать, нашего участка. Наприклад, ви сюди прийшли і вас після звольнили. Що ви будете робити? Страшно ввогуле? Не страшно. Многим страшно, мне не страшно. Ну, уволить, ну и что? Ну, знайдется некая іншая праца, я думаю. Тем больше у меня адукация разностайная, многогранная, у меня 3 разных специальности. А я працую по одной из них, тобто у меня, уволять. Не боюсь. Ясно. Приємно познайомитися, спадар Андрей. Я нагадую, що ми знаходимося у центрі города Солігорськ, це Єврорадіо. Сьогодні тут почалася забастовка працівників Беларусь-Калі. Люди не згодні з політикою діючої влади, вони потребують відставки Олександра Лукашенка, вони потребують присягнення його до... Я прошу пробачення, ми зараз спробуємо послухати те, що відбувається на сцені. Я вот смотрю на вас, какие вы красивые все сегодня, нарядные. Обратите внимание, как помолодел наш город, когда над ним взвились наш настоящий национальный флаг красно-белый. Вы все одели белые рубашки, красные майки, повязали ленточки. Вы все просто по-настоящему праздничные. Хотя какой у нас сегодня по большому счету праздник? Больше трагедия. Много людей из нас пострадало. Некоторые родные и близкие наши до сих пор отлеживаются в больницах или дома на кроватях, так скажем, зализывают раны. И все это результат нашей власти, работы нашей власти с нами, с теми, которые работают, которые зарабатывают на всю нашу страну. Ведь наш Белкалий кормит не только город, не только наши семьи, но и дает в бюджет львиную долю заработанных средств. Дорогие мои друзья, я что хочу сказать. Мы должны пройти, каждый из нас должен перейти этот Рубикон. Каждый из нас должен набраться духа. Вот сейчас придите домой, посмотрите друг другу в глаза. Жены, я особенно к вам обращаюсь, женам шахтеров. Посмотрите на них. Не убивайте их ни дух. Я знаю, что у многих в сердцах затаились сомнения. А вдруг уволят? А вдруг останутся без зарплаты? Вы смотрите на этих маленьких детей, на своих матерей, пенсионеров с нищенскими пенсиями и понимаете, что вы одни кормильцы. Но помните,
У нас такие события, которые сегодня происходят в стране, не так часто. Нам нужно сделать только один шаг смелости. Набраться, вздохнуть, набраться духа. Ребята, я вас очень прошу, ну попробуйте сегодня лечь спать попозже, подумайте побольше, посоветуйте со своими родственниками, позвоните своим друзьям. Не убивайте их ни дух, не говорите с ними в пессимистическом настроении, наоборот, воодушевите. Ну вы поймите такую вещь, помните же старую когда-то такую притчу, когда там про прутик, ну вот он раз один ломается, а когда веник его слаживаешь, то он только может гнуться. Вам это всем известно. Друзья мои, ну мы же не маленькие дети. Я понимаю, что мы взялись за очень серьезную проблему. И последствия могут для всех нас. Но на кону стоит много. Вспомните, что мы сейчас не личные, как говорится, счеты сводим с властью. Мы просто хотим называться людьми, чтобы с нами считались, чтобы нас не били на каждом углу, чтобы милиция, которая идет по улице, смотрела нас нормальными человеческими глазами. Разве этого мы не заслужили? Вас призываю, будьте смелые. Ну, черт побери, в конце концов, в самом деле, нам же придется смотреть нашим детям в глаза. Мы все это делаем не только ради себя, а ради будущего нашего потомства. Либо нам со стыдом придется потом возвращаться к этим событиям, либо с гордостью. Всем спасибо. Завтра ждем вас утром в 9:00. Дорогие мои, пожалуйста, подпишите перед тем, как уйти отсюда. Вот то обращение, которое я озвучил. Кто данный текст, скажем, не расслышал или забыл, или хочет прочитать, он так имеется, под чем он подписывается. Спасибо. Вітаю, Солігорськ. А у вас только один лист. Ну, я буду робити те, що вмію, і нам ніколи не буде лишня допомога. Могутний Божа, владарцу світов, вялізних сонців і серць малих, над Белоруссей тихой ветлой рассыпь промене своей хвалы. Господу працы, что денно щедрой, на лусту хлеба, народный край, поварю силу и величь веры нашу правду пришлось дай урадливость жить новым небом, учинка нашим Сябры, гэта Еўрарадыё. Я нагадваю, што сёння тут праходзіць забастоўка салігорскіх шахцёраў. Вось нам ужо скончваць наш стрым, наш жывы стрым. Для вас працавала Марыя Вайтовіч. Вялікі дзякуй, што сёння былі з намі. Шахцёры паабяцалі сустракацца тут кожны дзень. Завтра раніцай зноў будзе сустрэча. Толькі што мы пачулі, як спяваюць магутны Божа. Хай Бог будзе з гэтым горадам, і ўсё будзе добра. Уважаемые, очередь на подписи продолжается.
покуда идет подписание листов, слово дается следующему выступающему. Будет вас